Всем привет! Поздравляю всех детей, а также их родителей с Международным детским днем. В Монголии 1 июня это официальный праздник. В Монголии отмечается День защиты детей очень масштабно. Сегодня официально выходной. Мы сейчас тоже хотели пойти в парк погулять, на аттракционах покататься, но подвела погода, сейчас дождь. Мы уже сходили, купили торт. Сейчас хотели подарки купить сладкие, потому что во всех магазинах упаковывают сладкие подарки. Уже, наверное, как недели 2. Но в нашем магазине их уже убрали. Остались просто вот игрушки. Ну, сейчас где-нибудь будем, в какой-нибудь другой магазин заедем. И я вам покажу. В прошлом году мы уже дарили билеты в парк на аттракционы. В этом году были сладкие подарки. Вот торт мы сходили, купили. Что-то я не снимала, надо было сразу начать снимать. Не подумала, но сейчас я исправлюсь. Давайте я вам покажу, какой мы купили торт на 1 июня. Это карамельный торт. Кирилл у нас не ест с белыми коржами, с белым кремом. Вот карамельный еще более-менее, вот только шоколадный у нас ест. Поэтому покупаем, чтобы все ели. Не знаю, надо спросить у детей, из какого это мультика. Я такой, честно говоря, не знаю. Поехали мы тут, значит, по делам. Посмотрите, вот это вот уже под мостом встаешь, какая очередь, да, из машин собирается. Уже не видно. Вон машины все стоят. Это встаешь, торговый центр, там детские площадки. А вот здесь вот, ну здесь вообще мало как бы обычно пробок. Тут просто, что здесь городской парк, вот здесь вот. Вот, все едут в парк. Я не знаю, вот это 2 ряда в парк разве? Ну, они, короче, все в парк едут. Вчера очереди были и сегодня. У нас поэтому другие планы, мы поедем немножко по другому маршруту. Не было бы дождя, мы вообще изначально хотели утром сходить. Мы сейчас идем в Универмаг. Машину мы обычно паркуем возле цирка, там так удобнее. Мы по Нарназам едем, там оставляем. Не надо сюда ехать, по этим пробкам бултыхаться. Очень холодно, несмотря на то, что вышло солнце. Утром был дождь, было все небо затянутое. Сейчас небо такое голубое, солнце вышло, но такой дубак. Я не знаю, сколько градусов, я сейчас посмотрю. Мне кажется, наверное, 5, плюс 5. Ветер ледяной просто. Первый день лета. Зачем мы идем в Универмаг? Нам надо купить много подарков, потому что у нас конец мая и июнь. Это день рожденные месяцы. Мы любим дарить подарки, а не деньги. Даже несмотря на то, что мы живем в другой стране, мы покупаем на день рождения подарки. Ну, естественно, отправляем, поздравляю. Фотографии имею в виду. А потом, когда кто-нибудь в России едет, или мы передаем, или мы отправляем сами посылкой. Или вот как недавно я ездила, мы тоже там все раз взяли и отправили. Кстати, мне уже предлагают заниматься таким делом. Отправлять, что-то покупать здесь, в Монголии, отправлять в Россию. Мне предлагают тоже и мои знакомые, и отсюда, и из России. Уже пару человек благодаря Ютубу написала. У меня есть там прикреплен мой почтовый ящик. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне писать. Я по возможности всем отвечаю. Пока мне еще не пишут, но не прям такие много. Но тоже и с разными вопросами пишут мне и знакомятся со мной. Благодаря Ютубу я уже познакомилась с несколькими людьми. С некоторыми даже уже общаюсь. Мы дружим. С некоторыми на телефоне только. Люди всех возрастов, любого пола. Я девушка общительная. Общаюсь со всеми. Возраст это вообще не проблема для меня. Так что вот, не знаю.
Вроде как и хочется, и колется. Вроде как и думаешь, а кому это надо? С другой стороны, здесь много можно купить того, что нельзя купить в России. Ну вот не знаю я. Вообще, актуально ли это или нет? Вот у нас праздник возле универмага. Вот здесь ветра нет, хотя бы потеплее. Побежали, побежали быстрее. Пойдем сначала туда, да? Так, начинаем со второго этажа в универмаге. Здесь продают кожу. Кожаные куртки, кожаные сумки. Ну вот, сколько такая сумка стоит? 189 тысяч. Это сколько в рублях? Чуть меньше 4 тысяч по текущему курсу. Ага. Примерно 4. А как она надевается? Она... Так, сейчас включу. Мне кажется, неудобно. Мне кажется, вот как у тебя самый этот Нет, лучший вариант. ее вот так вот несешь, тоже удобно. Не, Как схватил, да? не, вообще неудобно. Ну, всякие такие модели. Да. Мне кажется, будет удобно. Я за классический вариант. Там мы Андрею в прошлом году такой покупали. Вот такой. Есть, прям. что ли? Да. Что больше не было. Это сколько стоит? Так же? Также 189 тысяч. Нет, кстати, вещь. Сказать. Нет. Кожаная куртка. Сколько она стоит? 719 тысяч. Здесь, да, в районе 16, вот так. Это на втором этаже, рядом с Мишель Амазонкой. Сумки женские. Ну, сколько будет такая? 139 тысяч. Она такая, она мягкая, она. Ой, больная. Ну, недолго. Ну да, такая кожа. Мне, кстати, я люблю больше мягкую кожу, чем... Вот такие сумки я люблю такого плана, чем вот такие плотные. Здесь кожа мягкая. Вот, кстати, красивая сумка. 289 тысяч. Перчатки здесь продают. Кожаные плащи. Не. Нам надо на подарок одну женскую сумку. Мне вот такого плана, кстати, понравилось. Такая интересная. Интересная у нее. Есть такая же, только черная без крыльев. Черную нет. Без крыльев. Да. Так, я сейчас посмотрю еще какая сумка, подожди. Вот это тоже неплохой, кстати, вариант. Это наша. Нет, это другая. Это маленькая. Это давай 125 тысяч. Ну, 126 сколько это? Ну, примерно 25 тысяч. 25 тысяч кожаный плащ. Не знаю, дорого это для плаща, нет? А, вот тоже такой, смотрю, удлиненная кожаная куртка. Так, нам надо в Арденет Home. Вообще мы хотели подняться сразу на 6 этаж и оттуда спускаться. Но почему-то мы все никак не поднимемся. Мы идем здесь смотреть спальный мешок. О, кстати, смотри. Плед. Какая у него цена, интересно? Да, овчина. Овчина? А, вот ценник. Ну, 700 тысяч. 700 тысяч. Тут кашмир вроде.
А где ты видишь, что это кашемир? Нет, это як. Это як, да. 700 тысяч, это сколько? 15 тысяч. Не, ну чуть меньше, 14,5. А какие у него размеры? 150 на 200. Ну, такой красивый. Тоже, это как это, мы покупали, да? И он тоже двойной. Он получается вон. Так, я просто себе на годовщину хочу купить кашемировый плед. Но если что, я тут буду тоже иметь в виду. Да? Ну вот смотри, допустим, да? 80 на 2, 400 тысяч, 9 тысяч рублей. Это двухспальный или односпальный? Да, это на спальне. Вот это односпальный? Да, да. 8 тысяч рублей? Да. И этот верблюд. Верблюд, а это овца, не знаю, овчина. А, это Был сколько скидка. с овчиной будет стоить? Ценник затерто, непонятно. Пижамы такие. Тоже для подарка, да, красиво. Угу. 139 тысяч. Ну, 140. Ага. Мы, кстати, здесь покупали одеяло. У нас 2 одеяла отсюда, с этого магазина. А, вот Женина одеяло. Мы где-то, по-моему, купили такое одеяло примерно 1004, да? А, что там внутри у нас? Верблюд? Да, это, нет, овца. Овца. А у Кирилла? Верблюд. Нет, у Кирилла верблюд. Даже не даже верблюд. Просто у Жени оно тоньше, оно вот какой ширины. А у Кирилла оно намного плотнее. Но Кирилл мы покупали в Ивсиге. Тапочки. Даже кеды есть. Кстати, Гоби тоже обувь делает. Сейчас мы поднялись на 6-й этаж. Это вообще считается этаж сувениров. Короче, можно сюда прийти и все купить. Книги, картины. Чингисхан, конечно, преобладает. Мы вообще вот в этой части вообще редко бываем. А, хотите, покажу вам самую популярную картину? Не, нету. Это Ван Гог. Не знаю. Это из ленты. Картина из лент. Ага. Вот самая популярная картина Чингисхана. Я вижу его везде. Я даже видела на телефоне, ну, это на чехле принт. Это на всех офисах Да, везде, я даже видела, знаете дома. что? Я даже видела это... Заставку на телефоне, вспоминала. Вот какая картина необычная. Это из чего? А, тоже из лент. Это очень красивая картина. Будто картины обновили. Мне кажется, раньше здесь половины этого не было. Никит, вот это вообще красивая картина. Ну вот она там, вот здесь. Мне очень нравится. А вот еще, смотрите, какие картины и скрипки. А вот девушка занимается каллиграфией. Чингисхан. Раз, два, три одинаковых картины. Так, здесь можно купить все сувениры сразу в одном месте. Свежего воздуха не хватает. Да? Не хватает свежего воздуха. Здесь выставляются все производители сумок. Но если пойти, допустим, в этот магазин, все равно будет чуть-чуть дешевле. Что все-таки это универмаг, они, видать, берут какой-то процент. Быстро вам покажу, что здесь еще продают. Танделы, традиционная монгольская одежда. А вот здесь отдел продают меха, шкуры, или как это, выделки. Надо правильно сказать, что это выделки.
Шапки, шубы соболиные. Э, 17 век очень уникальная. Типа, есть полка типа с антиквариатом. Либо это новодел, либо антиквариат, непонятно. Написано, что старые. Ну, даже вот эти видно, что старые. Ну, или состаренные. Либо так, знаешь, сделано под старину. А рядом стеллаж с сосудами для нюхательного табака. What's the gemstone? 3 миллиона 100 тысяч. Вот это 100 тысяч стоит. Из агата. 100 тысяч тугриков? Рублей. 100 тысяч рублей? 100 тысяч рублей, Настя. Вот такая вот, Вот для... это же это агат. Ого. Чё себе. Ну да, смотри, вот эта маленькая какая, почти миллион. Да, но есть это 30-20 тысяч, а этот 100. А вот смотри, 3 миллиона. Тоже материал на 4. Снизу одел? Не знаю, может быть. Я просто даже не знаю, какая побольше же, понимаешь? Ну, такой нет, да не было с Богорским. Как красиво. А еще мне нравится фурнитура. Я сейчас стала вообще внимание на фурнитуру, да? Я золотую вообще терпеть не могу. Мне либо Это бронза. вот это, да, Латунь. бронза. Бронза мне сейчас стала нравиться. Что когда золото, оно как-то дешево смотрится. Я вообще перестала его любить. Вот такая мягкая, классная сумка, но очень приятная. Да, а они все, это получится какой-то бренд. Фанкрафт. Handcraft. 249. 250 тысяч сумок. Вот, у меня же сумка этого. Могол или как-то, да? Да, кожа хорошая вот у нее. И Гойол. Монгол Гойол. получается, что она не протирается. Туда помягче? Вот мужская сумка. Нам еще нужна, конечно, нам же надо женская, но мужская сумка. У нас сейчас с мужем споры. Мне нравится вот этого плана, потому что она самая удобная для мужчин, мне кажется. А он говорит через плечо. Нет, через плечо это нет, это вот. А муж у меня предлагает. Нет, я просто говорю, что это очень удобно. Я же не Это сказал. вообще неудобно. А муж мне предлагает вот такого плана. Не тебе. Да, не мне, это на подарок. Мне кажется, вообще вот это вот вообще неудобно. Во-первых, она сзади. Тебе все вытащили. Понятно, что... Но не везде карманники есть. Или она вот так носит. Как хочешь, можешь так носить, да-да-да. И Не, можешь, вообще- можешь и вперед перекинуть. Я вообще против такой. Вы за какой вариант? За классику или за... Я же не знаю, как это назвать. Мне кажется, это вообще какой-то для это... молодежный. Ну и да, но он не старый. Не. Кстати, вот в Янвале можно купить пальто. Янваль пальто стоит 787 тысяч. Сколько? 16 тысяч. Сколько? 16. 14 тысяч. 16. А, 16 тысяч. Вот я вот, конечно, за такой. Ты вот так мужчина надел, пошел. Я ремень не буду, здесь вот кушаю ремень такой, такая ручка. И получается, что много карманов. Тут раз, два, еще третий тут какой-то. Тут посерединке закрывается. Да как у меня, только посветлее немножко. Угу. Фирма. А как твоя есть? Нет, как вот у меня нету. А, ну вот она. Нет. А, да? Тоже нет. Чуть-чуть Ну, другая. чуть-чуть другая. Где твоя сумка? А. Как ты считаешь? У меня все красиво. Не, все красиво. Вот это хорошо. Берем такую? Давай. Не, вообще, на лето Да. и вот это. Два варианта.
100 тысяч мини. Сколько, ребят? 100 тысяч. 4000? 2. А, две. Зачем-то. Ну, такие плотные. Мгм. Ого. Ширновка. А, вот это, который ты мне покупал. Мгм. Я попробую поменять. Да, вот такой черный у меня. Мгм. Это же этот магазин, который Да-да-да. handmade. Сколько ремень стоит? Не вижу. 80 тысяч. Чуть меньше 2000. Подожди, посмотрю. А, вот еще что я вам хотела показать. Это водка Шигудери. Шигудери. Получается, она вообще не крепкая. А, 12%. Это молочная водка. 12% и стоит, вот, смотрите, сколько. Ну, почти 50 тысяч. Как-нибудь я вам устрою дегустацию монгольского алкоголя. Мы такую пили. Муж привозил. Тоже как-то на подарок мы кому-то брали такую водку. Если вы едете из Монголии, обязательно надо купить такую водку и попробовать. А вот тоже всякие, смотрите, косметички, все, что хочешь. Здесь есть все, можно все купить. На подарки так вообще. Пришел в универмаг, накупил подарков и ушел довольный. Ой, себе шопер хочу. 85 тысяч. Он даже на замке. Все есть. Главное, чтобы были деньги. Косметичку я себе вот такую брала тоже. Блин, где же я на днях такой видела? А, в Союзе мы тоже видели вот эти вот все косметички. Какая-то фирма нанимает специально женщин, научит их. Типа более стойкая, чем машинная. Где ты прочитал? Там на этикетке написано. Handcraft, как и у сумки тоже. А, вот Здесь эта фирма. Надо, написано. кстати, это найти в Фейсбуке эту фирму. My Я же Pearls. косметичку себе такую же купила, помнишь, на ярмарке? Да-да-да. А, это все получится... Да, ручная вышивка. М. Да все, все вот это вот. Да-да-да-да-да, вот это вся. Ой, смотри, это что такое заменен? Смотрите. Прикол. Миньон. Куколки, смотрите, какие. О, вот это моя любимая. Я собираю. У меня есть небольшая коллекция кукол. Блин, я вообще не видела таких кукол. Ну, красота. И сколько она стоит? 83 тысячи. Посмотрите, какие... Какая красота, посмотрите. Какие совы. Да, сколько косметичка стоит? 39, ну 40 тысяч. 900 рублей. 900 рублей. Я тоже что тогда купила на Большая, ярмарке, рублей за 700, по-моему, не помню. Ее можно топить, там дрова, он к ней подходит в комплекте даже. Что она будет как настоящая печка? Да. Серьезно? Да, вон Да, точно. если на бумагу уже что-то это вот, скорее всего. А, нет, вот можно. Куда ее ставить? Ну, как сувенир, наверное. Интересно. Все, пошли на 3-й этаж нам еще. По Кашемировым надо походить. О, посмотрите, сколько детей в игрушках. Ну что, сегодня что? 1 июня. Все покупают. Обычно здесь не так много народу. Здесь мы на 3-й этаж. Это отдел полностью кашемира. Мы вот нашли джемпер. Это кашемир. Нужен обычный, простой вот такой джемпер. Причем сейчас я на себя буду. Получается, это чистый кашемир, но это подарок для мужчины. Но такая особенность, что в нашей семье всегда мерят на меня. Вроде я как это. У меня рост высокий, и за счет этого получается, что мы всегда на мужчин меряем на меня. Всегда подходит. Ну, дядя Андрею подойдет, я думаю, как раз. Но оно же не надо, чтобы оно еще при стельке подсядет. В принципе, рукава у нас это нормально. У меня вон где плечо, да? И что, всё, надо брать. В универмаге мне нравится покупать тем, что у нас есть номинкарты, и у нас, получается, всегда бонусы начисляются. Тоже плюс. Вот до этого я говорила, что
мне нравится в Новине покупать, потому что ты же покупаешь, допустим, кашемировые изделия, они же, ну, не стоят недешево, и ты, получается, что у тебя бонусы на новиновскую карту идут, да, начисляются, и плюс еще, смотрите, с чека, я просто не хочу цены показывать, сколько мы купили все-таки подарок, потому что дядя Андрей меня смотрит. Вот. И что я говорила? Что получается здесь вот мы... Что здесь получается мы чек отсканируем, и нам вернется 2% с покупки еще в приложении Иборит. Здесь еще получается в универмаге, вот это, знаете, система какая-то в 90-е, наверное, раньше были. Старых универмагов, старых магазинов. Старых универмаг, да. Ты, получается, покупаешь, идешь на кассу, оплачиваешь. Тебе дают 2 чека, 1 чек ты даешь продавцу, 1 чек себе забираешь. Причем это во всех отделах, на всех этажах, да? Да, это по всему. Не только Шиммер. Сейчас пойдем, можно пойдем, да поехали гулять. Это коза кашемировая, смотри, как красиво. Такие пушистые. Смотри, смотри, какая. Можно взять? Да, смотри. Красивая какая. Мы родителям, мама тогда наш привозил верблюдов. Коз как-то мы не видели, да? Таких сувениров. У нас на сегодня план наш выполнен, подарки куплены. Я вот на... Маленький. Вот такой сок они пьют. Anda, Что? Вони ходьбе. Ну, да, сидели сюда. Ага. Ин. Прикольно. Ин. Ага. Никшахар. Один подарок есть такой состав, да, какой? Ага. Видно, смотри? Да. Состав, он стоит 25 тысяч, а здесь уже вот побольше. Женя у нас такой, Да, опять не ест. 40 тысяч. Ой, красиво. Еще с ее киндером? Да, с киндером. Вот, когда все это продают, да, вот как грех не купить детям на 1 июня такие подарки? Это Жене... У нас, кстати, такого нет, да, в У России? нас в России, да. Да, ну... Это вот мы в прошлом году... Какой? Что-то? Игрушку? Ну, игрушки эти валяются у тебя. А это вкусно. В прошлом году мы вообще, честно говоря, не знали. И я ходила в магазин накануне, ну и, получается, что-то там много купила, и нам дали стульчик походный, то есть там еще подарки раздают. В этом году, кстати, не было. И вот подарки, вообще, они уже... Подарки, они уже упакованы, наверное, вот так продаются недели 2. А мешки продаются? Как раз на мешке Lazyback, вон. Не, они, скорее всего, просто. Вон там вот написано. Спасибо большое. У вас очень красивый осмо. Что красиво? Осмо. А осмо, я снимаю на YouTube. Я снимаю, мы здесь живем, и я снимаю о Монголии. Начала недавно. Как вам нравится все это? Как в Монголии? Ну, вообще хорошо, комфортно. Мне нравится здесь. 5 попыток же только. Нормально. 12 лет. 12? И там от 5 до 6 можно этого. И от 7 можно вату. Что, вы идите? Да. Вы идете, Кирилл, идите, Женя. Нет? Хочешь ты? Я бы тоже смущалась, когда так это. Ладно, Женя. Это Женя. Женя. Я не могу. Да, я представляю, знаешь, как тяжело. Я представляю, все кричат. Да я туда. Женя! 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 О, видели как? Скажи спасибо большое. Скажи Байла. Жень, Вам спасибо большое. приятно было познакомиться. Спасибо большое. Все. Приятного вам вечера. Спасибо и вам того же.
До свидания. Барта. Пока ехали в пробке, мы уже начали подарки наши распаковывать. Детские наши. Значит, это Кирюхин подарок. Уже вот такие чипсы съели. Надо было показать, что не подумала. А это снэк. Что это такое? Это печеньки. Турецкие? Ну, чокопай Маленький. и сок. О, у меня торт. Так, Женин подарок. Киндер яйцо. Кстати, не люблю такие яйца. Вот такие вот. Это не киндер. Шоколадка Альпенгольд. Чокобой. Это Грибочки. грибочки складные. Мармеладки. Мармеладки мы же жвачка. съели. Чупа-чупс. Жвачка. Я помню вот такую. Это жвачка чуть-чуть. Сок. Но это яблочного. И тоже снеки такие, печенюшки. Кстати, вот эти вкусные. Так, проверяем, что у нас в парке. О, вот сколько шаров. Что-то здесь какой-то слет драйверов. Ой, дрифтеров. О, Что там происходит? какой-то. Шоу? Молодежно, да? Мгм. Да, дрифтеры. Здесь всегда дрифтят. На братки день посмотрим. На машине будут еще? Может будет. Мы сейчас едем в корейский ресторан. Как с Улан-Батора выезжать, попали мы на ЖД путь переезд. Только что поезд проезжал. Постоянно, да? Постоянно, да. Поезда тут вообще часто ездят. Вот едет маленький составчик. Это как моносостав. Тепловоз просто. Дальше вагон его заберет и поедет. Ну все, сейчас наш шлагбаум откроют, и мы поедем. Едем мы в корейский ресторан, я уже сказала. Но единственное, что туда не доедешь на автобусе, но на машине, если вы приехали, или, допустим, если вы живете... А, нет, что я вру. Автобус, вот, X5, сейчас вот перед нами как раз проезжает. Польских Х5. Почему я X5 Ну, называю? я тоже X5, да, но вообще Да, но вообще Х5, это же... такая буква. Х5. Да, можно доехать на автобусе, но не знаю, стоит... Я еду туда первый раз, потому что там уже несколько раз был. Получается, владельцы этого кафе корейцы. Мы ходим в корейские кафе, но вообще редко-редко там, я не знаю, лучше в китайский пойду. Вот. Ну, там панчанов мало всегда, там вот буквально вот с горошину дают. Сейчас вот мы приедем в это кафе. Ну, это не ресторан, наверное, это кафе больше, можно сказать. 30 километров от Улан-Батора. Сейчас приедем, я уже покажу вам. Все. Вот мы приехали. Дангджи. Автоматическая? Ого, сколько залов. Нам садиться? Жень. Саварем. Так, нам уже принесли чай. Давай меню, Женя, показывать. Давай, показывай меню. Вот. Ну, здесь не понимаю. Не понимаешь? Вот это. Это потому что по-корейски написано. И еще вот. Вот. Можно? Хочешь, чтобы Можно А. перевернуть? Переворачивай, да? А, вот быстро какая. Ну, первое мы не будем кушать. Белую не будет. Так, ну давай, сколько, допустим, суп стоит? Это как ее, свинина, да? 29 тысяч. Не знаю, порции какие здесь. А это? Большие нет. Это стоит 54. На 2 персоны 54 тысячи. Мгм. О, рыба. Рыбу. Смотри, Сколько рыбушки стоит? и сыры. 30. Это на двоих надо брать, если давай на большая порция будет. Ну-ка, давай, что еще есть? Ты будешь бибимбап? Мама, а я эту.
А ты, Женя, будешь яичко. Сколько яичко стоит? 2000. Ай, Рис стоит 3000. А кимбаб. Вот я вообще люблю, я всегда ела. Осьминог. Кимбаб стоит 10 тысяч. Вот это вот каранджим, это яйцо, да? На пару. А, да, яйцо на пару 18 тысяч. а это? Это яйцо, Ну, тоже возьму, это давайте всё. омлет 13 тысяч. Да, вот возьмем. Все, мама. Вот. А, все? Ну-ка, подожди. А что, и соджу есть? 25 тысяч. Когда в магазине оно стоит 9? 25? Да. Мама. Но сегодня у нас не получится соджи, я не знаю. Сейчас спросим, пиво можно выпить, нет? Я кока-колу буду. Подожди, Женя, еще я не знаю, что сказать. Ну, смотри, я буду себе заказывать. Вот, это помню, Ну, мы тут что добавим, вот омлет возьмем. ролл омлет, да? Давай. Я вот это. Жею. Сабадам. Ты холодный. Он теплый. Теплый. Сегодня 1 июня. Вообще не алкоголя сегодня нет. Но здесь, кстати, пиво мне разрешили выпить. Хочет вам показать. Такие вот. Вот они, которые были в подарке. Они острые, Кирилл, или что? Они пару палочек съесть, острый будет. Да? Вот, да. Они вот такие вот вкусные получаются. То есть они не разваливаются. Показать? Покажи. Ну, когда я попробую. Просто интересно даже. Вкусно. Ой, слушай, островато, да. Они с соусом с каким-нибудь. Мою печенье. Я как это, дегустатор. И с собой в кафе взяли. Ой, блин, остро попала. Жене на печенюшку такое. Я уже, правда, поела ее, потому что я есть хочу. Она сладенькая. Я такая... Если полностью Сливочный. Главное, много, но мало. Нету, и ложка же придется. Можно вилку попросить. Грибы. Я люблю грибы. Это рис. Папа Женя, рис. и папе. Ну, рис ты ложкой ешь. Возьми ложку. Но вообще я знаю, что в Корее пачаны даются на, получается, на человека, да? Мама, покажи, как надо. Натягнуть. Давай, открывай. Вау. Бим-бим-пап. Моё? Да. Папа, Бим-бим-пап. папа, папа. Это все надо перемешать. вилочку дай. А у нас, кстати, на Сахалине этот Зачем? Я заеду. еще бульон подают, кстати. Дай. Панчаны. А папа что сейчас заказал? Еще. Это редька. Не знаю, какое-то блюдо я забыл. Ну, это Маша, это я тоже такое дома делала. Грибы. Я попробую на эту. А, будешь побольше? Это же, Кстати, хорошо. это здесь лежало? Не, ну так Грибы я смотри. люблю. Покажи вилку, чтобы она не упала. Так, это что у нас? Это у нас это там... Блин, есть кабачок, а есть как это? Баклажан. Куда? Кстати, не сильно острый. Кимчи. Кимчи островато. Для меня островато. Брокколи готов. Мама, Подожди, это вкусно. это анчоус. Слушайте, а вот эта вот штука, что вот эта вот штука? меня Это обидела? вкусно, вот. Это же это. Это замочка или нет? Что именно? А, это отдельно понесу сейчас. Это яйцо тебе после. Анчоус островато. Ты мой ешь? Я еще беру. Ну, если... Мне принесли мою еду. Это мое. Так, еще омлет яичный. Сейчас попробую. Вот это я очень люблю. Вот это красная. Вот это красная. Это такая же паста, которую мы покупали. Губычаны. Ее все едят. Женька, а ты такой омлет.
Очень вкусно, да. Вот его просто пожарили, вот так омлет. Кстати, тут и грибы, и Да. все. Мне очень грибы нравятся здесь. Здесь вкусные, ну. У меня такие же это. Да? Я яичко. А что такое? Вот это? Это джосы. Анчоус, это рыбки маленькие. Маленькие рыбки. А у них внутренне все убирают? Давай мясо попробовать. А вкусно? Да, да. Такое. Очень остро. Среднее что-то. Я не острый. Хотя бы использую. Вот мясо. Не прямо что, но... Мама, а Ну, есть можно. Да, да, да. можно я попробую? Сейчас попробуем. Обед. Так, пробуем яичный блинчик. Или это, как это сказать? Омлет. Омлет, да. Ролл. Ролл. Омлет. Это твоя тарелочка? Да, это Нет, полезно. очень нравится. Да, теперь я пробую наконец-то свое блюдо. Я ваше пока сначала попробую. Мне, конечно, горячее. Все сначала... Ну, бульон такой это очень густой. Крахмальная лапша здесь А есть. ты попробовала? Это как суп или что? Я думала, он что, не как суп. Тушеный. Здесь грибы эти, как они называются, минуоки, не помню как. Эти белые такие. Ты дай мне? Где салфетку? Это есть. Ну давай вот это попробуем. А там острее Это сука. очень остро. Для меня это очень остро. Мама, папа, это вкусно. Это моя. Вот там и есть все, сука. Я знаю. Ты поешь? Пока не островато. Вот теперь островато. Острый. Еще брокколи хочу попробовать. Я брокколи вот очень люблю. Ничего, хочешь, Кирилл? Не будешь? А в кимчи я люблю вот эти плотные которые Рис. части. Ты чуешь? Я тоже брокколи люблю. Вкусно. Я не эксперт в кимчи, не знаю. Конечно, корейцам виднее будет. Афина, классика. Ты видел, какой у меня тайник? Да. Сколько людей, да? Ну, короче, просто не то, что объелись, я не знаю даже, как это сказать. Видел мне это слово. Это плохое, Это да? плохое слово. Плохое слово. Такое слово нельзя говорить. Что у нас осталось? Осталось острое кимчи. Есть? Мама, есть? Рис ты весь съел. Ну Ну вот. не, ну так мы поели хорошо, но мы просто уже все, нам плохо. Ну, мама. Заплатили 125 тысяч. Это он выдал? Это... Это... Ой! Мы последний... А сколько время? Сколько время? 8:30. То есть у него какой-то режим есть работы, но нигде не обозначено. Это кафе, получается, в сторону
Терелжа. Вот здесь сейчас недалеко здесь Найлах будет. То есть, если в Терелж ехать, можно заехать поесть. Мы уже едем в сторону дома, потому что время уже почти 9. Пока до дома доедем, уже будет 10 час. В парк мы не пойдем, потому что там очень много народа. Чтобы покататься на карусели, надо очередь ждать. Мы вчера там были. И вообще мы в парк, в принципе, ходим очень часто. Байпасы у нас куплены, только трать их. Поэтому сегодня без парка. У нас было в планах сходить утром в парк, но так как шел дождь, мы не пошли. А так уже сегодня без парка. Вчера катались дети на аттракционах. Вот. Я уже буду заканчивать это видео. Всем, кто кушает и смотрит меня, приятного аппетита. Мы сытые уже, довольные. Сейчас только заедем мороженое купим и уже пойдем домой. Все. Всем пока. Вот здесь, если вы едете по улице Дуджингарак, можно и перекусить. Пожалуйста, хушуры, шашлыки. Голодными не останетесь. А вот сейчас мы проезжаем правительственную резиденцию. Ну, это так нам сказали. Не знаю. Может, там и президент живет. Но это не точно. У меня нет мозгов. Мы зайца. Змея. Змея? Петя. Все, больше